информационные технологии на Дальнем Востоке и, в частности, в Республике Саха-Якутия в последнее время действительно развиваются такими взрывными темпами. Я считаю, что информационные технологии – одна из тех отраслей, которые может стать точкой роста и для республики. Вот, мы видим очень много ярких таких кейсов того, как предприниматели в этой сфере развивались. Конечно, наверное, самый известный – это братья Ушницкие, которые построили успешный бизнес. О нем вся страна знает, весь мир, наверное, уже в той или иной мере слышал. И мне кажется, тут самое главное сейчас просто не останавливаться на достигнутом. Мы понимаем серьезный успех, который есть, но важно понимать, что много еще предстоит делать. В этом смысле нам всем вместе надо работать, успешный опыт республики распространять на другие регионы, у других регионов учиться Республике Якутия, потому что всегда есть какие-то вещи, которые можно посмотреть у других. Например, в качестве примера можно говорить об обмене опытом в сфере подготовки кадров. В Хабаровске, допустим, наработан серьезный опыт. В Тихоокеанском государственном университете, других профильных образовательных учреждениях. Очень хорошая база в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский. Конечно, в республике есть свой федеральный университет северо-восточный, но мне кажется, что на базе взаимодействия, обмена опытом всегда можно получить синергетический эффект. Сегодня мы слышали ряд выступлений коллег из Приморского края, тоже очень интересных. Конечно, их опыт может быть учтен. Поэтому мне кажется, что важно не останавливаться на достигнутом, продолжать работать и продолжать активнее взаимодействовать на уровне в целом федерального округа. Доступ затруднен в связи с огромной территорией, низкой плотностью населения и понятными проблемами. Это очевидная сложность для развития. Но мне кажется, что в этой сложности есть и возможность для развития. Потому что на самом деле я действительно считаю, что информационные технологии вообще являются основой для обеспечения качества жизни в современном обществе. Они являются той тканью, которой раньше были города, дороги. Все это может быть компенсировано в современном мире информационными технологиями. И поэтому для условий Дальнего Востока информационные технологии особенно важны. Поэтому я думаю, что этот барьер, этот недостаток, эту проблему мы можем превратить в нашу силу. Если мы сделаем ставку на информационные технологии, то они могут стать, как я уже упоминал, точкой роста. Потому что в отличие от физических товаров или от услуг, которые привязаны к конкретному месту оказания, или для товаров существенной части себестоимости – это транспортировка, для информационных продуктов затраты на транспортировку отсутствуют. И поэтому мы, будучи достаточно удаленными от европейской части страны, от значимых экономических центров, можем компенсировать это в сфере информационных технологий, потому что информационный продукт нам никто не мешает продавать и в Москву, и в европейскую часть, и в ведущие азиатские державы, и по всему миру. Поэтому, мне кажется, нам надо обратить этот проблем, нашу слабость, в силу, воспользоваться ей как точкой для дальнейшего роста. Я верю в то, что именно информационные технологии могут дать более быстрый эффект, чем многие другие, традиционно более тяжелые в инфраструктурном или в плане технологического оснащения отрасли. Сегодня мы тоже говорили много, коллеги из Ростелекома делали доклад, правительство Республики Саха-Якутия, правительство Приморского края относительно того, как решать инфраструктурные условия для того, чтобы информационные технологии действительно могли активно развиваться. Мне кажется, если мы обеспечим эти инфраструктурные условия, то дальше мы сможем действительно превратить нашу слабость в нашу силу.